Модуль 3. Работа и условия труда. Это Фархот и Зебо. Они приехали в Великобританию по программе сезонных работников работать по контракту на ферме. В предыдущем модуле мы узнали, как правильно подготовиться к поездке, как добраться до фермы и какие нюансы программы нужно учесть при подготовке к поездке в Великобританию. До подписания контракта по программе сезонных работников вы можете подписать предварительное соглашение с оператором. В соглашении указываются условия вашего будущего контракта. Условия контракта должны полностью совпадать с условиями в соглашении, которые вы подписывали. Учтите, что контракт должен быть подписан до того момента, как вы приступите к работе. Ваш контракт – это важный документ, в котором указаны ваши права и обязанности и подробно описаны все условия труда. Вы можете получить контракт на русском или английском языке. Оператор программы может ответить на любые вопросы по контракту. Задавайте все вопросы по контракту до того, как подписать его. На какие вопросы и разделы вам нужно обратить особое внимание при заключении контракта? Условия работы, деньги, отпуск, здоровье и безопасность, проживание. Давайте разберем каждый пункт подробно. Ваш контракт должен содержать следующую информацию: название и адрес работодателя, ваше ФИО, ваша должность и подробные условия труда, дата начала и окончания работ, ваша почасовая ставка и периодичность оплаты, ваш график работы, включая рабочие дни, выходные и возможные сверхурочные часы, место и адрес, где вы будете работать, минимальное количество оплачиваемых часов в неделю, информация об отпускных и пенсионных отчислениях. В контракте, который вы заключаете по программе сезонных работников, вам должно гарантироваться не менее 32 часов оплачиваемой работы в неделю. Вы не можете работать больше 48 часов в неделю без вашего письменного согласия на это. Вам будут платить за гарантированные 32 рабочих часа, но вы должны приходить на работу согласно вашему графику и согласиться на предложенную вам работу. Не разрешается использование контрактов с нулевым уровнем гарантированных рабочих часов, то есть если в вашем контракте вообще не прописано количество часов. Уточнить точные условия работы по вашему контракту можно у оператора программы или у менеджера фермы. Давайте посмотрим, какую работу предстоит выполнять в Великобритании. В Великобритании есть овощные, фруктовые и ягодные фермы. Первые 2 недели вам нужно будет научиться быстро выполнять свою работу. Будьте готовы к такой работе еще до приезда в страну. Фархот попал на овощную ферму, где большую часть времени ему придется работать нагнувшись. Фархот в хорошей физической форме, и ему не будет очень сложно работать на овощной ферме. Зебо попала на ягодную ферму. Там нужно работать либо стоя, либо нагнувшись, если ягоды нужно будет собирать с земли, либо обладать хорошей координацией движений и иметь развитую моторику пальцев. Это поможет Зебо собирать больше ягод и, соответственно, заработать больше денег. На фруктовых фермах большую часть времени вы будете работать с поднятыми вверх руками, поэтому вы должны быть в хорошей физической форме и иметь крепкие мышцы спины и рук. Как долго можно работать в Великобритании? Программа сезонных работников позволяет вам остаться и работать в Великобритании до 24 недель, 6 месяцев. От количества отработанных недель и часов зависит, сколько вы сможете заработать. Сроки работы на ферме могут быть сокращены, если ферме больше не нужны работники, так как сельскохозяйственный сезон закончился или урожай оказался неудачным. Вы не прошли испытательный срок. Испытательный срок – это период в самом начале, когда работодатель наблюдает, как быстро и хорошо вы справляетесь с работой. Если вы не пройдете испытательный срок, с вами могут расторгнуть контракт и придется покинуть Великобританию раньше, чем предполагалось. Если вас не устраивает ваша ферма или работа, вы можете попросить оператора о переводе на другую ферму, но, к сожалению, гарантии, что ваш запрос о переводе будет удовлетворен, нет. Кроме того, вы имеете право в любой момент по любой причине расторгнуть договор и вернуться домой. На ферме вашими коллегами или супервайзерами, управляющими могут быть представители самых разных стран и культур. Важно уважать каждого человека, независимо от его пола, гражданства, национальности, культуры или религии. Если вы считаете, что с вами обращаются несправедливо или неуважительно, сообщите об этом в отдел кадров фермы или своему оператору.
Мы подошли к концу третьего модуля. Надеемся, вы получили достаточную информацию об этом этапе программы. Вы можете проверить свои знания, ответив на несколько вопросов. Понимаете ли вы возможные риски по контракту и выполнению работ? Знаете ли вы, что будет требоваться от вас на работе на основе соглашения? Далее рекомендуем ознакомиться с модулем 4 «Условия проживания».